Россия не единственный вот такой вот агрессор информационный. Если мы возьмем топ-5 современных вот таких информационных агрессоров, которые работают и в гуманитарных информационных атаках, и в кибератаках, это Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Абсолютно согласен. Просто почему мы уязвимы перед Россией? Потому что мова. Мова и не только мова. Российская, Дело да. в том, что, скажем так, вот в соответствии с гибридными технологиями россияне бьют по слабым, по незащищенным местам, там, где не ожидаешь обычно удар. Ну вот, допустим, скажем так, понятно, что в плане экономики, в плане военной силы и так далее Россия не может тягаться с Америкой. Но организовав кибератаку, DDoS-атаку, какие-то вот такие вот вещи, она спокойно может завалить объекты критической инфраструктуры в Соединенных Штатах Америки. Ломать не строить. Да, абсолютно спокойно. Вот буквально там пару месяцев назад они трубопровод атаковали в Соединенных Штатах, а вот на днях опять была большая мощная Так они атака. Пентагон атаковали, и все это не прекращается Абсолютно вообще. верно. И таким образом атакуют, разрушают, воруют деньги. Причем вот самое интересное, что я не зря назвал КНДР, Корею, Северная Корея. Северная Корея в числе наибольших стран, которые, скажем так, используют вот таким вот образом вот эти все хакерские вещи. Потому что они на этом зарабатывают. Потому что они вкладывают там последние ресурсы, отбирают у голодающих, вкладывают в эти технологии. И их хакерские команды взламывают и банковские счета, скачивают деньги, и секретную информацию, и так далее. То же самое можно сказать про Иран. Да, абсолютно, абсолютно. То есть Иран сейчас очень активно собирает по всему миру секреты, связанные с производством оружия массового поражения, взламывает данные. Кстати, вот буквально там пару недель назад я общался с моими коллегами из Латвии, из Латвийской трансатлантической организации, и они мне сказали, что вот среди угроз, иностранных угроз, которые сегодня они четко понимают и просчитывают в Балтийских республиках, это Россия, это Китай и Иран.